Только в мире кинематографа можно стать кем угодно и очутиться где угодно всего за пару секунд. Сегодня кинотеатр «Родина» распахнул двери для всех любителей кино, ведь именно здесь будет проходить заключительный этап студенческого кинофестиваля «Кинофест-2016». Пришедших гостей ожидают веселые конкурсы и призы. Пока участники и зрители развлекаются, победителя определяет авторитетное жюри, в состав которого входят режиссеры Роман Каримов и Ирина Бычкова, а также резидент Comedy Club Сергей Кутергин. Здесь атмосфера очень новогодняя и веселая. На самом деле я думала, что будет не так зажигательно. Я рада, что пришла, поучаствовала я в нескольких конкурсах. И самым наиболее запомнившимся мне это был конкурс танцев. Ну, вообще, фильм у нас, съемки продолжались где-то 1,5 месяца. Идея вообще родилась с ничего. Мы участвуем в 2 номинациях. Это лучшая мужская роль и лучший сценарий. Я думаю, что у нас есть шанс на победу. Капитан Америка или Железный человек? Капитан Америка. Капитан Америка или Железный человек? Железный человек. Капитан Америка или Бэтмен? Бэтмен. Марго Робби или Кира Найтли? Кира Найтли. Правком ТВ или Маршал Лайф? Правком ТВ. Правком ТВ! Правком ТВ! Билет, попкорн и хорошее настроение – вот все, что должны иметь при себе участники. У меня все это есть, так что пойдемте скорее в зал, а то кино вот-вот начнется. Претендентами на победу в фестивале стали 4 короткометражки «Живые и мертвые», «Сосед», а также «Храп» и «Идеалист», которые представляли студенты Башкирского государственного университета. Сегодня очень интересное мероприятие проходит в Родине, я рада, что вообще посетила его. Мне кажется, что такие мероприятия должны проводиться чаще, потому что они раскрывают таланты студентов. Я бы не хотела выделять какой-либо фильм, потому что все фильмы хороши, и каждый человек талантлив по-своему. На церемонии награждения участникам присуждают награды в разных номинациях, а главный приз за лучшую короткометражку Кинофеста 2016 получает фильм «Храп». Режиссером этого фильма стал талантливый студент Денислам Ахметьянов, а главную роль исполнил второкурсник Башкирского государственного университета Сергей Садыков, который также победил в номинации «Лучшая мужская роль». Съемки были интересными, тяжелыми, потому что снимались, в большей части зимой, а одежда была полулетняя, полуосенняя, и поэтому трудности были. А так, все легко. Да, сцена с повешением. Да, сцена с повешением. Очень было сложно снимать. Победитель кинофестиваля определен. Попкорн закончился. Участники отправились по домам. Но если ты очень хотел, но не смог принять участие в фестивале в этом году, то ты можешь попытать удачу в следующем. Кабирова Радмила, Динар Халимов. Специально для Правком ТВ.